Итак, тогда, друзья, сегодня я вам покажу, как скачать и настроить свой инструмент. У всех программистов есть свои инструменты, то есть даже у любого специалиста, у любого человека, профессионала есть свои какие-то инструменты. Допустим, если взять, например, слесаря или автомеханика, у него есть там гаечные ключи, да? У стоматолога, не знаю, бормашина, и у остальных там тоже, остальных специалистов тоже есть какие-то свои профессиональные инструменты. У программистов тоже есть свои инструменты, и они вообще делятся на два вида. Первый – это код-редактор. Это такая маленькая программа, похожая на Word, да? Ну, можно сказать, это почти как Word, где программист просто пишет, набирает текст своего кода. Демонстрацию сделаете, да? Или... Я просто потом покажу, как здесь скачивать, да. Потом есть инструменты, которые называются IDE, от английского слова Integrated Development Environment, то есть интегрированная среда разработки. Это уже более комплексная программа, где уже программист пишет и код, и делает отладку, и всякие вещи. Как правило, IDE очень по объему, у них объем очень большой, долго запускаются. Если у вас компьютер, допустим, слабый, IDE просто будет долго загружаться, но после того, как загрузится, он уже нормально будет работать. Для начала веб-разработчику вообще такой большой, скачивать, устанавливать большую IDE нет смысла. Мы будем просто вначале пользоваться редактором кода, самым простым. Но этот редактор позволяет очень гибко настраивать его. То есть можно устанавливать дополнительно какие-то инструменты еще, плагины их называют, или расширения. И в конце концов, когда вы установите все свои нужные плагины, расширения, то вот этот маленький код-редактор вообще не будет ничем почти не уступать большим интегрированным средам. IDE еще бывает, у них еще есть такой минус, что большинство из них платные. А код-редакторы обычно они все бесплатные. Да, есть платные, но большинство из них бесплатные. Сейчас я вам покажу, где скачать эту программку. Так, все. Мы будем пользоваться код-редактором Visual Studio Code. Этот код-редактор называется. Это очень популярный инструмент, не только для веб-разработчика, но и для других тоже разработчиков. Очень такой популярный инструмент. Мы просто открываем браузер, пишем VS Code. И первая ссылка сразу поведет на главную страницу этого код-редактора. Этот код-редактор выпускается компанией Microsoft, бесплатная абсолютно. И сразу после того, как вы попадете на главную страницу, вот здесь можно уже скачать саму программу. Программа кроссплатформенная, то есть и для операционной системы Windows есть, и для Linux, и для macOS. В общем, браузер, страница довольно-таки умная, и если вы, допустим, зайдете, например, с MacBook, то сразу здесь сайт посмотрит, узнает, какая у вас версия операционной системы, и сразу подставит вам нужную версию. Вот в данном случае мне браузер подсказывает скачать для Windows. Вы просто переходите по ссылке download, да, и сразу же начнется закачка. Я сейчас скачивать не буду, заранее уже подготовил. Мы просто откроем этот файл и установим. Вот, в папке загрузки. Вот VS Code. Просто двойным кликом запускаем программу, установщик. И сейчас проследуем, как установить.
Вот самое первое окошко это лицензионное соглашение. Нужно согласиться, иначе просто программа не даст установиться, да? Не будет установлено. Принимаем соглашение, нажимаем «Далее». Вот здесь можно выбрать путь, куда можно установить VS Code. В данном случае мне не надо ничего отдельно прописывать, то есть у меня на жестком диске в разделе C места хватает, чтобы там программу можно было установить. Я просто игнорирую, нажимаю «Далее». Если у вас в диске C места мало, можете выбрать, например, там локальный диск D или там еще какой-то, если какой-то другой диск у вас есть, можно выбрать и другой диск. Но только говорю, что на внешние жесткие диски либо на флешку установить нельзя. Вот этот диск должен быть именно диск компьютера внутренний, либо раздел C, либо раздел D, или там E, или еще какой-то другой. Дальше нажимаем «Далее». Здесь программа спрашивает, нужно ли установить пункт, чтобы VS Code можно было запускать из меню «Пуск». Да, это нам нужно, ничего не меняем, просто нажимаем «Далее». И вот здесь нужно установить очень важные галочки, которые нужны будут в дальнейшем нам. Первое – это создаем значок на рабочем столе. Потом добавляем еще галочку вот здесь «Добавить действие», «Открыть с помощью код» в проводнике Windows. Это тоже нам пригодится. И следующее – добавляем еще «Добавить действие», «Открыть с помощью код». Вот, и в конце вот самый последний пункт можно оставить. Вот этот предпоследний можно включать, можно не включать, это как вы пожелаете. Ну вот самый идеальный вариант – это когда стоит первая галочка, вторая, третья, четвертую пропустили и пятую оставили. И нажимаем «Дальше». Теперь начнется установка самой программы. Сейчас просто распаковщик распаковывает, устанавливает все вот эти нужные файлы по нужному пути, который я указал, да, в самом начале установки. Программа очень быстро, ну, довольно-таки быстро скачается, установится. Вот уже заканчивается. Если вы заметили, то сам установщик весит где-то 60 с чем-то гигабайт. Вот установка завершилась. Теперь можно запустить. Вот если вы здесь оставите галочку и нажмете кнопку «Завершить», сразу VS Code запустится. Давайте так и сделаем, пускай остается. Нажимаю «Завершить», и сейчас программа запустится. Вот первый запуск программы. И сразу же программа встречает вот таким welcome page, да, где можно там более подробно почитать о программе, какие-то необходимую документацию вот здесь в первом экране можно найти. В дальнейшем каждый раз вот это первое окно приветствия будет открываться каждый раз. И поэтому, чтобы он не мешал работать, вот здесь можно убрать галочку Show Welcome Page on Startup. Вот если я сейчас уберу и потом нажму вот здесь крестик, закрою приветственное окно, и все. И я попадаю в саму рабочую область код-редактора. Вот здесь, если кратко посмотреть, вот здесь левая панель, здесь можно устанавливать расширение, вот самая нижняя иконка Extension, это расширение. Здесь можно устанавливать. Потом вот здесь есть пункт отладки кода. Здесь есть source control, то есть если в дальнейшем вы будете работать с системой управления версиями, то вот здесь появится Git. Дальше по поиску, и здесь Explorer. Это как бы почти как обычный проводник для Windows, да, то есть где будет показываться файлы. В верхней части это строка меню. Вот можно нажать «Файл», и здесь можно создавать какой-то файл, открывать новое окно,
открывать целую папку и так далее, сохранять, закрыть, все такое. Следующее меню – это Edit. Здесь мы будем какие-то действия выбирать, когда мы редактируем именно код. Selection – это когда мы что-то выбираем из кода, и нужно с этим выделенным фрагментом что-то нужно сделать. Если что-то нужно сделать, то мы идем в меню Selection. Дальше вид. Ну, здесь можно как бы настроить по-разному отображение разных окон и разных иконок и так далее. Рабочую область можно здесь настроить. Go, вот здесь еще дополнительное меню. Ну, более подробно еще вы будете смотреть, учиться, когда уже начнете кодить, ну, там, верстку там, или JavaScript, или еще какой-то код, будете еще более близко ознакомиться, что они делают. И как вы видите, у каждого пункта меню есть свое название, и рядом есть комбинация клавиш. То есть, допустим, если нужно создать файл, можно создать файл, потом new файл, либо просто нажать на клавиатуре Ctrl и клавишу N. И создастся новый файл. Вот почти каждый пункт меню сопровождается вот такими комбинациями клавиш. Здесь еще есть терминал, свой терминал, чтобы можно было запускать какие-то скрипты, что-то устанавливать через консоль. Это тоже мы в дальнейшем посмотрим. И здесь, если вам что-то непонятно, можно открыть Help, и здесь уже чисто найти документацию по самому редактору. Это что касается вот самого редактора. Теперь для разработчика, веб-разработчика, очень нужен один самый главный, можно сказать, расширение, самое главное расширение. Мы его сейчас и давайте установим. Вот первым делом я вот нажимаю на самую маленькую, последнюю иконку вот слева, Extension, и вот здесь в поисковике набираю Live Server. Live Server. Вот нажимаю первый пункт, вот этот Live Server, я на него нажимаю, и это расширение позволяет открывать в браузер, то есть если я пишу какой-то код для веб-сайта, и это расширение просто поможет мне открыть, и когда я в дальнейшем буду изменять какой-то код, вот это расширение будет периодически после изменений обновлять сам браузер. То есть мне не надо постоянно открывать браузер, нажимать на кнопку «Обновить». Это тоже как бы мелочь, но когда вы очень много пишете кода, это отнимает времени, отвлекает внимание, и поэтому лучше всего сразу в начале для веб-разработчика установить лайв-сервер. Чтобы установить, после того, как я здесь нашел лайв-сервер, да, посмотрите, чтобы именно автор этого расширения был вот Ritwik Day, да. Вот смотрите, вот 11 миллионов скачиваний. То есть это говорит о том, что это расширение очень популярное, почти все разработчики пользуются именно этим расширением. И вот нажимаю Install, и сейчас VS Code скачает, установит этот плагин, расширение. Чуть-чуть займет время, подождем. Так, программа устанавливается. Вот здесь в самом окне можно сразу почитать документацию расширения, что она делает, какие у него есть настройки. Вот здесь прямо можно почитать, ознакомиться. Вот после того, как VS Code установит, вот здесь появится кнопка Disable и Uninstall. Uninstall означает удалить. То есть если мне в дальнейшем, в будущем не понадобится это расширение, я могу его просто удалить. Вот нажимаю Uninstall, и VS Code сам удалит. Можно его выключить, Disable. То есть если я его выключаю, то он перестанет работать. Просто он будет внутри VS Code, но как бы свой функционал не будет, расширение просто перестанет работать.
Вот, оставим давайте включенным просто. И теперь проверим, все ли нормально. Вот я закрываю. И, допустим, вот когда веб-разработчик начинает свою работу, первым делом он создает какую-то папку. Допустим, я хочу сделать сайт, назовем этот сайт просто тест. И теперь, чтобы открыть эту папку в VS Code, я кликаю на папке с правой кнопкой мышки и нажимаю «Открыть с помощью код». Вот помните, когда мы устанавливали VS Code, мы ставили галочки. Вот здесь одна галочка вот именно отвечает на вот это контекстное меню. То есть я когда нажимаю правой кнопкой, вот здесь в пункте появляется вот «Открыть с помощью код». Нажали, и VS Code откроет, и слева в Explorer откроет именно ту папку, которую я указал, да, то есть на которую я кликнул. Вот здесь слева, вот видите, название тест. Второй вариант, как можно открыть папку. Второй вариант, вот точно так же, вот, VS Code запускаем без ничего, просто сам VS Code запустили. И вот здесь в пункте меню «Файл» выбираем Open Folder, то есть открыть папку. И вот здесь на рабочем столе можно выбрать, например, ту папку, которую я хочу открыть. Вот я создал тест, нажимаю «Тест», выбор папки. И точно так же браузер VS Code откроет вот эту папку. Теперь, как внутри создавать файлы? Первый файл, вы, наверное, уже знаете, в веб-разработке это HTML-файл. Давайте просто попробуем сделать HTML-файл. Вот здесь возле названия папки появляется несколько иконок со значком плюс. Первый new файл это создает новый файл. Вторая иконка это new folder, создает новую папку. Вот в данном случае сейчас мне нужно создать файл. Я нажимаю new file и здесь пишу, например, index.html. Вот программа создает файл и сразу же в правой части в рабочем окне открывает этот файл. Второй вариант, как можно создать файл. Я иду в меню «Файл», и здесь я могу нажать на «New File», то есть создать новый файл. Но в этом случае вот здесь файл сразу не появится. Просто открывается новое окошко, Untitled, и теперь мне надо сохранить этот файл. Для этого я иду обратно в «Файл», «Save as», «Save» просто, и открывается диалоговое окно, где нужно указать, куда я хочу сохранить папку, файл. Вот на рабочем столе внутри папки тест я хочу создать, вот, допустим, файл назову test.html. Вот так можно создавать файлы. Вот второй удалим. Вот. Теперь давайте проверим, работает ли вот этот лайв-сервер, который мы установили. Да? Я просто разворачиваю самую базовую структуру, нажимаю, вот, как я создал, да, вот этот, просто написал на английской раскладке, то есть русскими буквами. Здесь вот эти сокращения не работают, поэтому я переключаюсь на английский язык здесь, да, и здесь пишу восклицательный знак и просто нажимаю Tab. В VS Code еще есть такое расширение, которое называется Emmet. Этот Emmet помогает быстро писать код, то есть какими-то сокращениями можно разворачивать целые структуры тегов или там CSS. Вот, ну, в общем, такой помощник для веб-разработчика. Вот я написал восклицательный знак, на клавиатуре нажимаю клавишу Tab. Либо вот здесь сразу VS Code подсказывает, какой код я хочу развернуть. Первое – это emmet сокращение. Вот если я выберу второй, он просто укажет какой-то код. Что это за код, мы потом в дальнейшем уроках посмотрим. Вот я просто нажимал Tab, здесь открыл,
И здесь просто напишу, там, например, мой первый сайт. Так, давайте я сделаю побольше размер шрифта. Вот здесь, в самом внизу, где вот эта шестеренка, здесь есть настройки самого VS кода. Если, допустим, вам не нравится шрифт, да, что маленький, можно здесь вот сделать побольше. Вот здесь font size, пункт настроек font size отвечает за размер шрифта. Вот, допустим, сейчас мне очень мелко, я хочу, чтобы вы тоже видели, что я пишу. Давайте просто напишем 18 пикселей. 18, то есть шрифт становится побольше. Вот внутри тега body я написал мой первый сайт. Заметьте, я пока еще код не сохранил. Об этом говорит вот здесь сверху, где название файла идет, вот маленький белый кружочек. Когда вот этот белый кружочек горит, это говорит о том, что файл еще не сохранился, просто он висит в оперативной памяти компьютера. Его надо сохранить. Я просто нажимаю клавишу Ctrl-S, либо можно нажать «Файл» и «Save». Вот, белый кружочек исчез, теперь файл сохранился. И теперь вот прямо навожу на название файла, кликаю правой кнопкой мышки и выбираю вот самый первый пункт Open with Live Server. То есть открыть с помощью вот этого Live сервера. Я на него нажимаю, и сразу же открывается вот этот сайт. Получается в Google Chrome, либо если у вас там Mozilla Firefox стоит по умолчанию, VS Code откроет этот браузер и откроет ту страницу, которую я вот здесь описал. Я вот здесь написал, например, мой первый сайт. И он вот этот, то, что написано внутри, как бы браузер показывает. Давайте проверим, работает ли вот этот лайв-сервер. То есть автоматически ли будет обновлять браузер. Да? Я напишу, например, мой второй сайт. Сразу же нажимаю Ctrl-S, то есть сохранить. И как видите, вот здесь уже сразу изменился. То есть браузер узнал, что вот здесь файл изменился, и сразу прогружает вот нужный контент, нужное содержание. Если бы этого не было, я могу без лайв-сервера, мне нужно было бы, чтобы открыть вот тот файл, который я создал, открыть папку, и вот индекс HTML, да, я который создал, вот здесь прямо горит сразу значок Google Chrome. Это говорит о том, что это HTML-файл, то есть файл для веб-сайтов. И операционная система знает, что такие файлы нужно открыть там Google Chrome, либо там Mozilla Firefox, либо Internet Explorer, в зависимости от того, какой браузер у вас стоит по умолчанию в операционной системе. Вот я открыл здесь, и как вы видите, вот тот же самый, показывает то же самое содержание. Вот здесь я, допустим, что-то изменил, сохранил в VS Code, но браузер еще не знает, что что-то изменилось. И чтобы посмотреть изменения, мне нужно нажать на кнопку «Обновить». После того, как я обновляю браузер, и браузер подгружает вот нужные изменения. Вот чтобы постоянно не обновлять браузер, мы и устанавливаем вот этот лайв-сервер. Вот кратко по инструменту. В дальнейшем мы еще вот этот VS Code будем доустанавливать какие-то нужные расширения, которые понадобятся нам. Но вам пока вот достаточно установить сам VS Code, установить лайв-сервер, который я сейчас скачал, да, и попробовать потестить, что же, заработал ли у вас VS Code, работает ли у вас лайв-сервер. То есть обязательно после того, как вы создали файл index.html, обязательно, чтобы в названии присутствовало какое-то название, потом .html, чтобы обязательно это было HTML. И потом нажать на правой кнопкой мышки Live Server. Вот загружается,
И здесь пробуем что-то поменять. Сохранили. Вот. Если все так работает, как я показал, да, значит, у вас инструмент настроен, и дальше нам уже можно учить и начинать кодить что-то. Так, теперь давайте откроем чат, наверное, посмотрим на ваши вопросы. Иван Агай, вы чат включили, да? Или... Нет, пока нет. Сейчас. Или Я вы просто с включаете? телефона выхожу, да, вы не могли бы сами включить. Так. Или, друзья, если у вас есть вопросы, то, в принципе, немного времени есть. Если нет, лучше в чат напишите. Ноздуанча дачасыңар. 8-ден 10 минут бар екен осы. Кылыч Ахматов чатқа жазылыча. Сурооңузду бере бериңиз, Кылыч Ахматов. Саламатсыздар, угулуп атабы? Ооба, Угулуп атат. Могу азыркы программаны англисче кылганыңыз жакшы же орусча отуруп койгонуңуз жакшы ошонун жөнүндө? Англисче аябай дискомфорт болбосо, лучше сразу эле англисче версиясы менен колдонгула. Орусча версиясы менен которсоңор бар, интернеттен карасаңар орусчасы бар, бирок кийин проблема боло берет да, ар кандай расширениялар туура эмес иштеп баштайт. Лучше сразу эле англисче көңгүлө да. Коддун баары, жазган коддун баарыбыз эле англисче болот, ошон үчүн көбүрөөк наоборот англисче кодду окуп, иштеген интерфейсиңер да англисче болсо тезирээк үйрөнөсүңөр да. Рахмат. Бул суроом жок башка. Так, Олжобой агай, чат, я что-то забыл, как включать? Там надо на чат нажать, и справа есть 3 этих. Все, ну. Нашли, да? Да. Я пока... Так, Адилет Жумаев, даярсызбы? Адилет Жумаев. Да, даярмын. Окуп атабы? Ооба, Оглатат. Assalamu алейкум, мен суроом мындайда. Вот VS кодту биз башында мен өзүм эле жүктөп алгам да. Интернет элечинен. Сиз жанагы галочкалар боюнча айтып кеттиңиз го. А мен ошону деген галочкаларды биринчисин эле койгом да. Галочканычы калгандарына койгон эмесмин. Ошондо мен кайрадан өчүрүп, анан кайра сиз көрсөткөндөй ыкма менен кылсам болобу? Ошентсеңер оңой болот да. Просто азыр сиздики галочкалар коюлган эмес болгондуктан, азыр кантип мен жасагандай жана папканын үстүнөн басып туруп, открыть с помощью VS Code деген жок да силерде. Удалять этип туруп, компьютерди перезагрузка кылып, андан кийин кайра установка кылып баштаганда ошол галочкаларды коюп койсоңор. Рахмат. Так, Бурулай даярсызбы? Андан кийин Азамат Шабданов даярданып туруңуз. Калгандар кааласаңар чатка жазыңдар. Так, еще какие программы нужно скачать? Пока VS Code, и по мере необходимости мы будем говорить вам, какие файлы, какие программы нужно скачать. Пока VS Code. Бурулай. Так, текст edit менен иштесе болобу дейт. Текст edit менен иштесеңер болот. Даже Windows'ун өзүндө блокнот деген программа бар да. Ошо менен деле кодду жазса болот. Бирок анда жазган өтө ыңгайсыз. Азыркындай мисалы үчүн мен код жазганда бир эле восклицательный знакты коюп туруп, целый бир структураны разворот кылбадыкпы? Ошондой мисалы үчүн жөнөкөй блокноттордо текст эдиттерде иштебейт да. Ошон үчүн көбүрөөк наоборот код жазып, анан ошибкалар көп кетип калат кол менен жазгандачы, прям ар бир эмени ручной жазганда. Ошон үчүн лучше всего VS Code'ду көчүрүп алгыла. Суроо бере бериңиз. Жана сиз ачканда коддор чыгып калды го, узун болуп, сиз жазган жоксуз, аны кайсы жактан скопировать этип койдуңузбу или мурун даяр беле, ошону айтып коесузбу? Мен кодду жазып баштаганда атайын көрсөттүм го, жанагы восклицательный знакты коюп туруп, анан tab деген клавишаны басканда VS Code'дун ичиндеги расширение ошол кодду даярдап берет да. Бул өтө ыңгайланган да, атайын жанагы VS Code программисттердин иштегенине.
Notepad++ менен да иштесе да болот, ооба болот, бирок анын дагы VS Code'той мүмкүнчүлүктөрү жок да. Азамат Шабданов суроо бере бериңиз, андан кийин Назира, андан кийин Акмана даярдап турыңуздар. Хорошо. Саламатсызбы. Саламатчылык. Меники Windows система эмес, меники Linux да. Мен ошол бойдон неме алгам да. Linux'та деле проблемасы жок. Интернеттен көмөтсөңөр эч кандай проблемасы жок эле иштейт. Бираз установкасы бираз башкачараак. Установка кылгам мен. Установка кылып көрдүм, Linux принцип установка болду, бирок жана сиз айткан галочкаларды койбой коюптурмун, меники андай чыкпай атат да. Анда ошо башынан баштап кайра удалять этип туруп, кайра установка кылып койсоңор. Хорошо. Макул, рахмат. Так, Назира, азыр Азамат Шабданов сүйлөдү. Назира, сүйлөй бериңиз. Калгандар чатка жаза берген. Кечирип коебуз, Назира, басылып кетти. Кайра сүйлөшсөңүз. Азыр бир секунд туруңуздар. Угулуп атабы сүйлөгөн? Ооба, болду. Саламатсыздарбы? Меники дагы Linux'тан анан PyCharm менен иштей берсе болобу же обязательно ошо сиз айткан нерсе эмени көчүрүш керекпи фреймворкту? PyCharm менен иштесеңер болот, бирок PyCharm көбүнчө Python тилинде программа жазганга ылайыктуу да. VS Code общий любой программада, любой тилде жазса болот. Колдонуп көргүлө, эгерде болбосо, просто VS Code PyCharm тезирээк жайыраак иштейт да VS Code'га караганда. Компьютериңизде лишний ресурстарды ала берет да, мисалы үчүн жеңил кодду жазганда. Рахмат мейлиңиз. Так, Акмана Рустамбекова. Андан кийин Темирлан Осмонов даяр болуп туруңуз. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете сказать разницу Sublime Text 3 и Discord? Discord и Sublime Text 3? Discord. VS Code, у них одно и то же. Просто Sublime Text 3, он проприетарно, считается почти платным, да? Чтобы, если вы пользуетесь бесплатной версией Sublime Text 3, то каждые, по-моему, 5 минут, то ли 10 минут выскакивает окошко, там, купи меня, либо нажми ОК, да? Он просто будет мешать. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Так, Нургуль Чоюбекова. Саламатсызбы, мен жаңы эле суроомо жооп алдым окшойт. Мен ошо Sublime Text боюнча сурайын деп турдум да, ошол боюнча үйдөн YouTube'дан көрүп алып, өзүнчө код жазып байкап көрүп аткам да, анан Sublime Text менен VS Code'дун айырмасы бар, ошону сурайын дегем, жаңы эле жооп алдым окшойт. Ошондой кылайлык достор, ошон үчүн биз силерге чаттан эме кылабыз, анткени 10 адамдын суроосу бир эле суроо да. Анан эгер сиз суроонун жообун угуп алсаңыз, эмки жолу колуңузду түшүргөнгө унутпаңыз. Так. Бирок мен дагы бериңиз. Sublime Text менен иштеп атканда жанагыдай реклама болуп чыккан жок да, ошо менен иштей берсек кандай болот? Бизге ошо көнүп калат. Иштей берсеңер болот, просто Sublime Text'ин ичинде жанагы Emmet деген расширение по умолчанию жок да, дополнительно устанавливать этиш керек. Sublime Text'ке еще лишний раз какой-то бир плагинди установка кылыш үчүн кичине оорураак да, көбүрөөк жумуш жасайсыз. VS Code'ду колдонсоңор наоборот эмерээк да. Жеңил, ыңгайлуу да, абдан ыңгайлуу. Анан ошо расширение деп атпайсызбы? Кол менен жазганда баягы эсиске сактап калганга жакшыраак болот го деген ой болуп атканда, же эстеп деле калсаңар болот, бирок ооба антсеңер деле кол менен жазсаңар болот, бирок башында аябай көп ката кетиресиңер да. Кол менен код жазганда. Анан өзүңөр да байкабай каласыздар эмне кылып жазганыңарды. Ошон үчүн сразу эле редактордун болгон мүмкүнчүлүгүн колдонуп, именно мисалы үчүн точка койдумбу же койбой калдымбы деп ойлонбой, башка структурага ойлонгон жакшы да, программист. Рахмат чоң.
Жеңиш деген бала колду көтөрүптүң го. Жеңиш Жанбаев, андан кийин Эрлан Мамасалиев. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Мен bir суроо бар эле да, мынау VS Code установка кылгандан кийин, анан кийин баягы сиз айтып атпайсыз, бир-эки точкалар ошо структураны колдонуш үчүн лайф сервер ошо сервис жардам береби? Лайф сервердин максаты бул просто жанагы автоматически браузерди обновление кылып туруу. Так, экинчи суроо неме? Visual Studio Code'ду скачать этип, анан русский расширение русский языкка кылдым эле да. Анан кийин кайра удаляться этпей жаткалчы. Ошондой проблемасы бар да. Орусчаныкычы. Аны кандай кылыш керек? Жана удалять этип берки English деле коеюн дедим эле. Аны полностью өчүрүп туруп кайрадан кылсам деле ошондой болуп атат да, же кандай? Сиз деген VS Code эмес, операциондук системаңызга так, компьютериңизда user деген C папкада users деген папка бар. Ошол эки жерге кирип туруп, ичин ачсаңар .vs code деген бар. Файл пайда болуп калат да, скрытый. Папка скрытый болот по умолчанию. Ошону отображать этип алып туруп, ичин ачсаңар VS Code деген болот. Ошон VS Code'ду баарын өчүргөндөн кийин, системадан өзүн удалять эткенден кийин, ошол папкага кирип, ошол VS Code деген папканы удалять этсеш керек. Андан кийин компьютерди перезагрузка кылып туруп, кайра жаңы установка кылсаңар. То есть уже полностью программаны папкасына удалять этип, кайра башынан официальный сайттан скачка кылсам проблема чечилет экен да, ошондо, да? Биринчи мынакей жана через панель управления удалять этесиздер да, установить, удалить программу депчи. Аяктан бүткөндөн кийин мынакей папка C, анан бул жакта пользователи деген бар да. Пользователдин ичин ачсаңар, user деген папкада. Бул жерде VS Code бар да. Ушул эки папканы полностью удалять этиш керек. Ясно. Рахмат, рахмат. Кече албай атасыз деп Хорошо. Башка суроолор жок окшойт, Чаттагыларды карап коюңуз, кол көтөргөндөр жок экен. Так. 5 минут эме кылайлы, достор, анан кийин завершать этебиз. Орозоңго жетишип калган. Так, у многих ноутбуков, кто только начинает программировать, Chrome не распознает HTML файлы так, как по дефолту. Функция эта отключена. Да, правильно. Откройте настройки Google Chrome, и в настройках будет там пункт браузер по умолчанию. И там включите, чтобы Google Chrome был у вас браузером по умолчанию. И тогда у вас никаких проблем не будет. И Google Chrome правильно будет открывать файлы. Так. На VS Code можно на других языках программирования кодировать. Да, можно. На VS Code можно на любом языке программировать. Можно доустанавливать, например, если вы программируете на Python, можно установить языковой пакет поддержки Python, и он еще больше будет помогать писать быстрее код на Python, да, или там на C++, или там на Java. В общем, это универсальный код-редактор. Так. Чатқа жазып коеюн мен азыр. Жанагы расширениянын названиясын, Live Server, автор, Ritwik Day деген. Ой, кечиресиздер. Так, у вас запись будет. Ну, вроде бы вопросы все, да? В принципе, да, кажется. Sulukadimova, вам тоже всем спасибо. Друзья, мы просто из-за того, что
Вы много спрашиваете про VS Code. Я и Мирлана Агая попросил, потому что он это говорит, не то чтобы свободен, просто я его попросил, чтобы он вам официально дал. Классно, вопросы, молодцы. Вот. Запись мы постараемся сейчас, это тоже время занимает, потому что я должен ее в Zoom скачать на компьютер, с компьютера должен залить на YouTube, это все занимает время. Скорее всего, мы еще после ифтара, наверное, давайте в 9 встретимся, сообщите, пожалуйста, всем, там встреча будет без концертов всяких, буквально на часик максимум, чтобы вам объяснить, как мы будем работать насчет заданий и так далее, да. Опять-таки, вместимость 500 человек, прошло то халарно отповала, все молодцы, друзья. Каждое задание у вас... Я не успел еще все прочитать, но все такие молодцы, и у каждого настолько все оригинально, классно. Короче, супер, все. Пошел, В Дискорде тоже, друзья, напишите, получилось ли у вас установить. Да. Я просто напишу вопрос, и вы просто поставьте реакцию, да, окей, или там... Да, или лайк или дизлайк же есть, знаете? Да. Лайк, палец вверх или палец вниз. Давайте будем место экономить, чтобы вот сами, наверное, когда задание писали, видели, да, какие проблемы были там. Я вчера сам свое задание не мог найти, потому что не закрепил, и была проблема. Шел, классно, молодцы, ну какие вы шустрые, вообще такие организованные. Отлично. Все, друзья, тогда Уразон Ремаулсон. Давайте да, я сейчас объявление берем, и пока попробуйте, чанталашар böyle шашпала, какой-то нәрселерді ашып, китептерді алдыңар, ақырында өзара үйренерлі. VS Code бұл Microsoft'ың инструменты, бұл open source инструмент, бекер, анда поддержка, разработка аябай чоң, қолданғандар көп, ошон үчүн силерге эле ошону колдоно бергиле.